12 сентября, 2 часа утра. Аэропорт Уфа заполнен телекамерами, представителями администрации города, студентами и сотрудниками БГПУ. Всюду натянуты плакаты, стяги университета, футболки, шарфы с фирменным логотипом. События государственного масштаба. Из Лондона прилетают участники Паралимпийских игр. Герои БГПУ, пятикратная чемпионка и рекордсменка летних Паралимпийских игр 2012 года, студентка 5-го курса факультета физической культуры Оксана Савченко и чемпион и трехкратный серебряный призер летних Паралимпийских игр 2012 года в плавании, аспирант БГПУ Александр Неволин-Светов. Наши болельщики устроили достойную встречу студентам-паралимпийцам БГПУ. Вернулись с победой! Кричим вам ура! Гордится ваш город! Гордится страна! Благодаря своему упорству и силе воли студенты нашего университета стали кумирами миллионов. Буквально вчера молодые люди получали награды из рук самого президента Российской Федерации, а сегодня они вновь на той земле, что вырастила из них паралимпийских чемпионов. Российская сборная показала отличный результат, заняв 2-е место по количеству золотых медалей. Наши студенты в очередной раз доказывают, что им нет равных во всем мире. 5 золотых медалей из возможных 5. Оксана Савченко и Александр Неволин-Светов – пример того, как обычный студент, несмотря на ограниченные возможности здоровья, может стать лучшим из лучших. На самом деле я не знаю, какая из них за какую дистанцию, потому что они не подписаны. Но из дистанции самой дорогой была 400 метров. Так как это была первая дистанция, она очень тяжело далась. Поделиться секретом своего успеха чемпионы пришли в родной университет. Будущие спортсмены и преподаватели с восторгом смотрели на воспитанников БГПУ. Как оказалось, основным мотивом к победе служит чувство патриотизма. Александр Неволин-Светов признался, что выкладывается на все 100, чтобы первым звучал гимн именно нашей страны. Я лично мотивирован тем, чтобы прославить свою родину, свою землю, потому что это очень здорово, когда играет гимн твоей страны, и близкие, родные, друзья болеют, они безумно рады. Молодежь также интересовалась тем, как проводят свое свободное время пловцы. В непринужденной беседе спортсмены рассказали, что их предпочтения не отличаются от интересов сверстников. Мы плаваем, ходим в кино, ходим на гонки, ходим на хоккей. Мы очень сильно болеем за наш Салават Юлаев. Мы смотрим их матчи постоянно на сборах. Мы ходим в клубы. Это мы обычные люди. Почему нам нельзя? Мы же не всегда в бассейне сидим, ночью еще есть до этого. Воспитанники Игоря Творякова уверены, что без хорошего тренера достичь подобных результатов они бы не смогли. Кроме того, что выступали у меня свои ученики, я еще старший тренер сборной России. У меня участвовало, кроме моих учеников, еще 11 человек, из них 4 тотально слепых, которых надо было и сопровождать, и страховать. Так что мне, конечно, там очень досталось в этом плане. Когда звонил ко мне президент, я даже не мог поднять трубку. Почему? Потому что я просто ни телефонов, ничего не видел. Вообще сборная команда, 183 человека, которая была, это все виды паралимпийской сборной России, установила 11 рекордов мира. Оксана установила 4, и Александр установил 1 рекорд. То есть и вот из этого количества 11, 5 рекордов мира пришли к нам в университет. Вот можно за это и похлопать. Пройдет время, и нынешние студенты Башкирского государственного педагогического университета Оксана Савченко и Александр Неволин-Светов станут легендами российского спорта. А пока они свободно раздают автографы студентов вуза. Остается верить, что, покорив многие вершины, они не забудут родной университет, который стал трамплином в их звездном восхождении.